У нас есть некоторые наименования товаров, в данном случае это цветы. Также мы видим цену за одну штуку и количество штук в покупке. Исходя из этих данных была посчитана стоимость, цена умноженная на количество, и мы получаем итоговую стоимость по каждой позиции. Давайте в эту задачу добавим еще одно условие. У нас есть условие, что оптовой является покупка больше 10 штук. То есть, вот, например, 20 штук – это опт. Как нам понять, какая из позиций является оптовой? Для этого мы воспользуемся функцией «если», пишу равно «если», открываю скобку, и первое, что нам нужно указать внутри функции «если», это логическое выражение, которое будет проверяться. В нашем случае мы хотим проверять, что ячейка C7, которая содержит покупку для этой строки, количество штук, она у нас должна быть больше, чем 10. В этом случае покупка будет оптовой. Ставлю точку с запятой. Далее внутри функции «если» идут значения «если истина» и значения «если ложь». То есть в зависимости от того, показывает логическое выражение «правда вот это» или «неправда», мы будем выводить значение «если истина» или значение «если ложь». И сейчас нам нужно указать значение «если истина», то есть что должна функция вывести в том случае, если вот это выражение было проверено и оказалось, что действительно ячейка C7 больше, чем 10. В этом случае нам нужно вывести слово опт. Не забываем указывать его в кавычках, так как это текстовый аргумент, точка с запятой. И значение «если ложь» – это то, что мы должны вывести, если наше логическое выражение не оправдается, то есть ячейка C7 окажется не больше, чем 10. В этом случае мы хотим вывести слово «розница», его также пишу в кавычках. Закрываю скобку, нажимаю на «ввод» и получаю результат. Первая позиция у нас оптовая. Протягиваю вниз, и мы видим, что оптовыми являются две позиции. Там, где 19 и 20 штук в покупке. Позиция, где штук у нас ровно 10, оптовой не является, потому что при написании формулы мы указали знак «больше». То есть только то, что больше 10, считается у нас оптом. Десятка туда само собой не входит. Если бы мы хотели, чтобы десятка входила, нам нужно было бы указать больше или равно. Пишется это как два знака. Знак больше и знак равно, идущие подряд. Теперь давайте, исходя из этих данных, предоставим клиенту скидку на оптовые позиции. Нам говорят о том, что скидка на оптовые позиции должна быть 10%. Для этого мы также воспользуемся функции «если», пишу равно «если», открываю скобку. Логическое выражение у нас будет то же самое. Мы будем проверять количество штук в покупке. Оно у нас должно быть больше, чем 10. Точка с запятой. Значение «если истина», то есть если покупка оптовая. В этом случае мы будем брать стоимость и умножать ее на 90%. То есть делать стоимость этой позиции на 10% дешевле. Точка с запятой. Значение «если ложь». Если покупка является розничной, то есть у нас появляется значение «если ложь», в этом случае скидка предоставляться не должна, значит мы просто берем стоимость и ни на что ее не домножаем, просто берем саму по себе стоимость. Закрываю скобку, нажимаю на ввод и получаю результат. Для оптовой покупки у нас стоимость уменьшилась. Если мы протянем нашу формулу вниз, то увидим, что для тех покупок, которые являются розничными, цена сохранилась, скидка не была предоставлена, а там, где опт, мы видим, что цена поменялась.